Дорогие друзья, уважаемые писатели Республики Саха-Якутия, во все времена наша страна преодолевала трудности и испытания благодаря двум ключевым составляющим. Во-первых, благодаря единению людей во имя общей цели. Во-вторых, благодаря духовной силе народа, которая гораздо важнее силы экономической и даже военной. Свидетельством этому служат многие исторические события, начиная с освобождения Москвы от поляков народным ополчением Минина и Пожарского и заканчивая великой победой над фашистской Германией, 70-летие которой мы празднуем в этом году. Сегодня Россия вновь переживает непростой период, но мы собственными глазами видим, как нынешние вызовы мобилизуют и сплачивают российских граждан. Мы видим, как напряженно реагирует Запад на твердую позицию президента Путина, с честью отстаивающего интересы государства на международной арене. Но еще более настороженно наши западные оппоненты реагируют на то, насколько мощна сегодня в России патриотическая волна, насколько монолитной становится единая российская нация, готовая противостоять внешним угрозам. Консолидация и крепкая духовно-нравственная основа – вот два столпа, на которых стояло и будет стоять наше общество, наше Отечество. И как вы понимаете, обе эти категории имеют самое непосредственное отношение к нашему сегодняшнему разговору. Давайте обратимся к истокам и вспомним, от чего предостерегал нас век тому назад основоположник якутской литературы Алексей Алексеевич Кулаковский, говоря о роли интеллигенции, призванной быть насадительницей культуры. Он не жалел критических слов в адрес своих грамотных, образованных современников, которые, по его меткому выражению, сознательно бездействовали, оставляя государство в невежество. Какие же они прогрессисты, писал Алексей, когда больше кричат, ссорятся, делятся на множество партий из-за мелочей и тем самым обессиливают себя, тогда как более существенного дела не делают, оставляя его на мертвой точке. Может быть, сейчас я скажу жестко, но, на мой взгляд, именно излишние мелочные амбиции, желание получить лучшее положение или большую материальную выгоду вредит и теперешнему поколению нашей культурной интеллигенции, в том числе отдельным представителям писательского сообщества. Уважаемые товарищи, с тех пор, когда прекратил свое существование Советский Союз и раскололся Единый союз писателей Якутии, прошло же 24 года. Выросло целое поколение. В те времена, когда произошел разрыв, вся страна находилась на грани распада. Не было ясности в выборе правильного пути дальнейшего развития. И неудивительно, что альтернативные писательские объединения начали создаваться повсеместно. Не стала исключением и наша республика. Но даже вы сами, уважаемые писатели, сегодня признаете, что реальные причины того раскола имели скорее технический и формальный характер. В сложившихся противоречиях не было никакой идеологической подоплеки, а были лишь во многом неоправданные, если не сказать ошибочные способы самоутверждения. Так почему у нас до сих пор действуют два союза писателей? Что их разделяет? Эти вопросы задаю не я. Эти вопросы задает народ Якутии, который мудрее каждого из нас и который всегда остро чувствует фальшь, несправедливость, предвзятость. Полагаю, никто из присутствующих в этом зале не станет спорить с тем, что настоящий писатель должен быть самодостаточный
личностью. Можно состоять одновременно в 10 организациях, а можно не состоять ни в одном. Если автор талантливый и трудолюбивый, то он в любом случае будет творить хорошие книги. Очень верно высказался по этому поводу выдающийся русский филолог Дмитрий Сергеевич Лихачев. Я не согласен с тем, что писатель – это профессия. Писатель – это судьба. И свой гонорар писатель может получить только в результате огромного труда. Хлеб искусства – черствый и трудный хлеб. Творчество – это не слава и лавры. Это тернистый путь, требующий мужества и полной самоотдачи. Так говорил академик Лихачев. К сожалению, глядя на нынешнюю ситуацию в писательском сообществе республики, возникает иногда иные ощущения. Нисколько не умаляя заслугу ни того, ни другого писательского союза республики, их очевидные достижения и успехи, готов сегодня смело заявить, что разрозненность Союза писателей Якутии и Союза писателей республики очень серьезно тормозит развитие якутской литературы, отражается на качестве творческих поисков и открытий. В условиях, когда наши писательские объединения идут разными дорогами, порознь получает государственную поддержку и порознь думает о великих смыслах, они невольно ограничивают друг друга. Потому что разлад делает тесным самый просторный дом. Оставаясь разъединенным не по творческим, а по каким-то частническим мотивам, писательский цех республики оказался загнан в некие искусственные рамки, которые не позволяют развиваться новым течениям, новым начинаниям, не дают полноценной возможности для конструктивной дискуссии о проблемах творчества, о перспективах и задачах якутской литературы в современных условиях. Хочу сразу подчеркнуть, учреждение нового единого писательского объединения не преследует целью уничтожить действующие творческие союзы. Как личности пишущие, самобытные и свободные, писатели имеют полное право и в дальнейшем консолидироваться по каким-либо группам в зависимости от своих индивидуальных и коллективных предпочтений в творческом плане. Такое чисто творческое разделение должно даже приветствоваться, ибо литературный процесс – это живая атмосфера, где могут существовать самые разные взгляды и убеждения, консервативные, новаторские, даже радикальные. Но государственная поддержка писателей в Республике Саха-Якутия, хотите вы это или не хотите, отныне навсегда будет оказываться только в рамках одной официальной структуры, которую предлагается назвать Ассоциацией писателей Якутии. Литература не только в масштабах республики, но и в масштабах всей страны без нашего раскола переживает сложный этап. Она становится все более отягощена такими явлениями, как коммерциализация издательского дела. В нашу жизнь прочно вошло так называемое потребительское чтиво, издаваемое огромными тиражами, которое затмевает добрую и вечную классику. Издатели чаще отдают предпочтение окупаемым книгам, ничего не дающим ни уму, ни сердцу. Давайте вспомним корифеев якутской литературы и спросим себя, разве для Василия Семеновича Яковлева-Долана его творчество было средством заработка? Разве он думал о больших гонорарах или о звании народного писателя, когда сочинял свои первые повести? Конечно, нет, потому что им двигали совсем другие порывы. В первую очередь миссия просветительства и воспитания, желание сделать что-то во благо общества, во благо будущих поколений. Посмотрите, какой глубокий след в якутской художественной литературе оставило творчество Серафима Романовича Кулачева и Эллея, Николая Егоровича Мординова, Аммат Чигая, Сафрона Семена Даниловых и других.
А почему? А потому что они ни с кем не толкались локтями, а работали от сердца, ради своих земляков, ради своего родного края, ради мечты о новой, более счастливой жизни. По большому счету, писательский труд индивидуален. Он часто требует затворничества, уединенности, самоотстранения от всего. Но в конце концов, каждому художнику слова все равно нужна поддержка, возможность издаваться, общаться с собратьями по перу, получать объективную оценку своего труда, в том числе посредством критики, без которой не может быть и развития. Наивысшая цель литератора – быть услышанным, в полной мере реализовать свой потенциал и добиться признания широкой читательской аудитории. Мы должны сегодня честно говорить о том, что труды нынешних писателей Якутии по своему качеству и содержанию нередко оставляют желать лучшего. От чего это происходит? С моей точки зрения, это в немалой степени происходит из-за того, что у нас крайне ослаблена критическая мысль, во все времена служившая огромной подпиткой для творческого роста литераторов, для понимания ими своей роли в жизни общества. Поэтому Якутия сегодня действительно нуждается в едином, сильном, хорошо организованном, саморегулируемом творческом партнерстве писателей и поэтов, с общими совместными планами, с общими целями, с общими лидерами и патриархами, которые должны проповедовать исконные традиции якутской литературы. Писатели Якутии должны вместе думать и заботиться о том, по какому руслу двигаться, как обогатить литературный процесс в республике, как сделать его социально направленным. В ходе наших предыдущих встреч я уже отмечал, что на каждом историческом этапе у общества появляется потребность получения ответов на те или иные сущностные вопросы, возникает своего рода социальный заказ. Сегодня это вопросы связаны с нашей жизнью в рыночных условиях, с новыми сложностями в отношениях между людьми, которые диктуют законы рынка, когда персональная ответственность человека за свое настоящее и будущее многократно повышается. Да, социальный заказ не всегда совпадает с внутренним состоянием писателей, но когда это происходит повально, дело пахнет застоем. Значит, надо искать и находить иные, новые формы организации писательской среды. В конечном счете, наши с вами планы должны сходиться к одному – процветанию и благополучию народа в республике. Если власть принимает политические и экономические решения, то вы, инженеры человеческих душ, должны брать на себя гражданскую ответственность, занимать четкую позицию во всем возникающем в обществе спором и наносить эту позицию до народа, тем самым повышая статус писателя. Но пока этого мало ощущается. Вместо вас в умы народные, к сожалению, повсеместно закладывают установки совершенно другие герои нашего времени, эксплуатирующие социальные сети и низкопробные печатные издания. Неужели вас не терзают сомнения по этому поводу? Неужели не мучают мысли о том, какова ваша творческая отдача? О том, чего ждут от вас читающие люди, и чего вы им пока не додаете? Нашим писателям давно уже незачем делиться на белых и красных, на демократов и не демократов. Вы должны быть вне политики и вне времени. У каждого из вас должно быть только одно призвание – нести массы вечные ценности, изменять ошибочные воззрения людей, особенно молодежи. Вообще не забывать, что литература – это совесть общества. С учетом того, что литература в нашей республике создается на 5 языках – якутском, русском, эвенском, эвенкийском, юкагерском, она является собой также важнейший инструмент защиты
от разрушительных глобальных процессов сохранения языков и культуры народов Якутии. Уважаемые писатели, вы должны становиться более активными в плане системной работы с образовательными учреждениями, с трудовыми коллективами. Повторю, недопустимо вариться в собственном соку. Следует больше включаться в общественную жизнь республики, больше выступать перед различными аудиториями, заниматься просветительской деятельностью. Считаю, что в Ассоциации писателей Якутии должны обязательно войти редакции наших литературных и культурологических журналов, таких как «Полярная звезда» и «Чолбан» и «Талбар Хотун». Ассоциация вообще должна стать единой, открытой, общей площадкой для обсуждения всех важнейших вопросов, волнующих писательскую братью республики. На мой взгляд, также пришло время сделать более понятными и прозрачными критерии отбора членов Всереспубликанского творческого объединения писателей. Сейчас в двух писательских союзах республики состоит на учете свыше 150 писателей. Это не маленькая цифра. Однако, думаю, вам не хуже меня известно, что у нас много замечательных авторов, в том числе детских авторов, на которых просто никто не обращает внимания и никак их не стимулирует. Есть очень мудрая поговорка про то, что талантам надо помогать. С другой стороны, нельзя ударяться и в другую крайность, плодить, простите за каламбур, плодить бесплотных писателей. В преддверии года литературы я дважды встречался с писательским сообществом республики. В том числе в этом году состоялась моя встреча с группой молодых литераторов. И я почувствовал, что у нас растет достойная смена. По итогам этих встреч оформлены протоколы поручений, в которых оговорено немало пунктов, и многое уже делается. Прежде всего, со стороны руководства республики усилена поддержка писательской общественности в организационном и финансовом плане. Это касается участия наших писателей в международных, общероссийских и региональных мероприятиях, дополнительных вложений на издание и распространение социально значимой литературы, произведения молодых авторов, повышение гонорарных ставок и увеличение размера премий. Напомню, что писатели республики каждый год становятся лауреатами государственных премий имени Алексея Алексеевича Кулаковского, Платона Алексеевича Юнского. Весной этого года я подписал указ об учреждении совместной Союзом писателей России литературной премии имени Дмитрия Коновича Сипцева Сорона Моллана. Сегодня хотел бы предложить установить еще одну государственную премию для молодых писателей Якутии. В ближайшие несколько лет на территории Государственного литературного музея Оюнска, отремонтировав капитально, который мы сегодня работу начали, мы обязательно построим Дом литераторов Якутии. Во всех ваших проблемах мы знаем и будем их решать, но вам необходимо проявлять ответные инициативы во всех вопросах. Мы ждем от вас отдачи нужных обществу произведений, острых пьес, сатирических рассказов, детских книг, исторических и футуристических романов, новых литературных героев, близких по духу современным якутянам. Посмотрите, как стремительно развивается сегодня якутский кинематограф. Наша якутская литература должна быть такой же разной, непредсказуемой, дерзкой, ищущей. Сегодня вам грех жаловаться на цензуру, на какие-либо запреты и гонения, на идеологическое давление. Все темы открыты. Не бойтесь оказаться невостребованными, не бойтесь быть не напечатанными. Если в вашем творчестве будет проявляться голос вашей души и голос вашего таланта, вы обязательно найдете своего читателя, а вместе с читателем придете успех. Уважаемые участники собрания, прошу вас с пониманием отнестись к тому, что я сказал в своем выступлении. Еще раз вспомнить о том, что литература должна прежде всего служить народу, отвечать интересам государства и общества,
а не быть только личным делом писателей. Призываю вас проявить добрую волю и проголосовать сегодня накануне дня рождения Александра Сергеевича Пушкина, знаменательный для нас год литературы в Российской Федерации, за создание Единой Республиканской ассоциации писателей Якутии. Спасибо за внимание.